Всем доброе утро. Мы выехали с Амазара. Погрузку перенесли с 26 на 27. Изначально была погрузка назначена на 25. Потом на 26 перенесли. Сейчас сегодня перенесли на 27. Вот. Едем. Ну, после Амазара асфальт лучше. Могочи, Сбегат, там в Сбегах вообще новый асфальт. Более-менее. После Сбегов Чернышевский тоже асфальт ложили. Ну, нормально был. Выехали, получается. Всем доброе утро. Приятного аппетита. А у деда-то наклейки-то ничего такие. На будку себе тоже приклеит. Биба, а где-то Боба едет. Потерял он братца своего. Мчим. Лёд, давай такие колеса на маленькую машину себе поставим. А? Не. Ну просто машина. Хорошие колеса. Ну да. Подойдет. А мы подъезжаем. А мы где-то подъезжаем к Камагочи. Все, нарушено. О, все. Но это надо по-любому зафиксировать. Номер есть, сплошной пересек. Да, вот надо им будет скинуть по-любому. Едем. Вот автовозы все пустые едут. На Владивосток они не... А? Не, ну некоторые грузятся. В Тольятти грузятся, газелями там. Что там еще в Тольятти? А? Не, они все с запада едут. С Москвы, а тут... Ну у них туда хорошие ценники. Очень даже хорошие. Да. Но вот которые у меня знакомые автовозы есть, они пиломатериалом грузятся на Владивосток. Кто-то утеплитель грузит, кто-то пиломатериал. Да. Они вообще все берут по трассе, автовозы. Вот. Че, Люда, когда пойдешь на E-категорию сдавать? А? Следующий месяц? Да. Ага. Будем в паре ездить, получается. Да. Ой! Биба сломался. Что-то у него там случилось, бедолаги. Пока едем, вот за тралами едем, они нормально так-то шагают. О, ошибка на фильтр воздушный. Начала показывать. Надо приехать сейчас фильтр воздушный поменять. Масло-то я менял, фильтромасляный я менял. Вот надо топливный заменить, осушителя и воздушный фильтр. И будет все отлично. Так что пока едем, будет что-нибудь интересное, сниму. Но здесь ничего интересного. Дорога сухая, все сухо, нормально. Все самое интересное будет после Читы. Такая у нас дорога. Скачем как на коне. О, солнышко светит. Небо чистое. Тепло на улице. Конечно, вот так вот скакать немного надоедает. О,
Ой, ёп. На видео не так видно, какие здесь ямы. Да. На видео стабилизация хорошая на телефоне. Видите, какая вся кривая. Издалека даже видно, вся кривая дорога. Такая вот дорога до Забайкальского края. Такой бы, конечно, я бы далеко не поехал в рейс. Это, конечно, самоубийство. Но мужики ездят. Город здесь красивый. Дорога бы еще была идеальна. Асфальт вообще цены не было. А так, виды здесь красивые очень. Природа. Подъем. Всегда перед подъемом дорога убитая. На подъеме нормальная. Но бывают моменты, где и на подъеме она вообще тоже вся в этих волнах. Как-то так. Хоть что-нибудь подснимать. Это один ролик час 40, другой 40 минут. Остальные вообще по 20 минут, что ли, выкладывать. Едем. Надо резину поменять. Сейчас приехать в Улан-Удэ. Резину поменять, батоны наперед поставить. И все, и 27-го грузиться. На Т4.
Читы нам еще 500 километров. Вот едем. А вот это асфальт уже начался. К Спигам мы подъезжаем. Здесь уже новенький асфальт. Ему года 2, по-моему, что ли. Этому асфальту. Забайкальский край. Вот такие вот пироги. Время у нас 11:50 по Улан-Удэ. Здесь 12:50. Час дня. Сейчас надо заехать покушать. За Сбегами перед Аксен на Василовском. Там есть стоянка «Маяк». Там кафе. Всегда там кушаю. А вот в этот раз, этот рейс, что-то мы решили купить продукты и в машине готовить. Потому что едешь ночью, нигде здесь кафе нету. Приходится вот в машине готовить, в машине кушать. А мы в Сбегах. Оля! Кто-то очень сильно любил Олю. Конечно, здесь это не по-русски сделали. Дизель 92 рубля. Не по-русски сделали, что двойной сплошной, налево поворачивать нельзя. Как бы все поворачивают, деваться некуда. А предлагают все ехать вот до перекрестка. И на перекрестке, ну вот со стоянки. Круг со стоянки делаешь и выезжаешь. А вот уже оттуда, с заправки либо с кафе, выезжать, это надо куда-то наверх подняться, где-то там развернуться. Конечно, не есть хорошо. Вот сюда наверх будем подниматься. Вот она дорога пошла, вот. Наверх, и туда поедем. И сейчас после Сбегов будет стоянка «Маяк». Кто-то по льду едет куда-то. Рижский. Аксеново-Василовская 108. Чернышевск 173. Немного осталось. До 470. Заедем на Маяк, покушаем и дальше потом поедем. Такие вот дела. Пока едем. Дальше уже будет видно, что и как и так далее. Время у нас 1:12. Снега нету. Ехать еще 470 километров. Ну, когда едем, тогда едем до Читы. Там же, как в Чите будем, уже будем отталкиваться от времени. Что и сколько нам еще ехать. Подъем вот 6%. Мы пустые едем. Нам легко, даже не переключаюсь. Еду вот на 12-й.
монополия сломалась. По-моему, все, кто в монополии работает, они все какие-то сломанные. Все ломаются, эти Вольвы. У меня знакомый в монополии на КамАЗе он работает. У него сейчас турбину недавно только поменяли. Турбину дуванула. Машина в разнос ушла. Вот. Ну, дальнобой вот этот 2001, который есть. Что же в монополии взял? И что-то мучается с ней, с электроникой. Постоянно у него ошибки, она кажет, какой-то блок фар поменял за 200 тысяч. Конечно, сильно. Ну, им деваться некуда, им можно только машину на сервисе делать. Самому лазить в нее нельзя. Ну и как бы эти новые Volvo, там все в электронике. Вот. Виды. Это пор. Не видно ничего. Так, когда сам смотришь, все видно. Через камеру не так передается. Так что вот так вот. Включусь попозже, как на маяк заезжать будем. Маяк, вон там за этим лесочком стоянка Маяк. Там и заправка, и стоянка, гостиница, по-моему, душ, прачка. Все эти такие вот дела. Я 3 раза эту стоянку проезжал. И вечером едешь, ее вообще не видно. Раз пролетишь ее, потом едешь, думаешь, где это Маяк-то, где это? Стоянка-то, кушать-то охота. А потом раз, и Аксенова-Зиловская уже проезжаешь, такой, ё-моё, где-то пролетела эта стоянка. Эту стоянку многие проезжают. А вот днем ее сразу видно там, там с поворота. На стоянку заезжаешь, тихо едешь потом. Вот. Ничего здесь нет, вот стоянка, вот я не знаю, как здесь, что здесь, какой населенный пункт рядом. Ни разу не узнавал. Но стоянка есть, связь есть, интернет есть, все есть. А что здесь? Непонятно. Какой вид? Стоят. Что, перекус какой-то? Голову везут, что ли? Тянут. Это вот ходили, ее хотят увеличить. Еще вон там что-то копают, роют все. И многие здесь ночуют всегда, вечером здесь вообще она забита полностью. Шиномонтаж, там, сварочная работа, даже заправка есть. Как так здесь. Покушаем и поедем дальше. Нет, не новая, это просто кайфовая какая-то вода стоит. Давай. Поезжаем со стоянки. Это как у Володи.
40-я тоже. Две стояночки, со стоянки, стояночки, стоянки. Что с дороги направо сегодня? Да. Трал заезжат. Покушали, теперь спать хочется, да? Но Солнце вообще светит. вообще оно не светит, оно долбит. Долбит тебя. Солнце, солнышко. Что ты сказала? Не стала договариваться. А что ты сказала? Смотри, слева есть что-нибудь. О, едет. Наверное, знаю. Чертик. Ой, Что это было? сцепление бросил. Ура. Не делай больше. Едем дальше, едем дальше, едем дальше, едем дальше. Так, все на Зиловска, до Чернышевска здесь чуть-чуть осталось. Включусь, что-нибудь интересное будет. На улице тепло, 9 градусов. Хорошо. Часовню проезжаем. Кто знает, что это за часовня. Вот едем, шагаем, все шагаем. Не видно ее нифига. Окно надо помыть. Прям вообще. А сейчас где-нибудь остановлюсь, помою. Вот, едем, едем, едем. Так-то нам немного осталось. Что нам? До 390. Вот. 390 до 4 и 600, где-то 650 до Улан-Удэ. Ну, 1000, короче, осталось пилить. Нормально. Не так много, как казалось бы. Но для кого-то и 100 километров это уже очень-очень много. Для меня 1000 километров это уже почти приехал. Вот. Все, завтра надо вот, ну, как говорил, резину надо будет поменять. Да и так там кран один шипеть начал. Там какая-то, не знаю, что это за кран, на ресивере стоит. Не знаю, что за кран, но он шипеть начал. Надо будет его поменять. Такие вот дела. Едем. Пока нечего рассказывать.
Все, дороги. Дорога. И ничего, кроме дороги. С Якутска хотел на Мирный загрузиться. Пока не знаю. Посмотрим, что там будет по времени. Мирный, Ленск. Посмотрим. Может, туда мотанем. Пока зима, надо ехать. Зима кончится, будет плохо. Дороги туда не будет. На Якутск тоже паромы перестанут ходить. И до самого лета, до конца мая надо будет здесь что-то катать. Так что, посмотрим, увидим. Решим. Так, приятного просмотра. Мы уже проехали Чернышевск. Забыл что-то снять. Остановился. Мужик останавливал машину. Я остановился. Он говорит, до Чернышевска, говорит, довези. Я говорю, что случилось? Он говорит, да, патрубок, говорит, на антифриз лопнул. Вот я его довез до Чернышевска, до кафешки там. Магазин для грузовых. Но ему патрубок надо было на 40. Вот. И думал, сниму, как, я объясню все, что вот мужика довез. А что-то забыл снять. И все. С женой что-то мы начали про матрас говорить. Жена на матрасе ехала, говорит, ой, какой-то жесткий матрас, надо, говорит, матрас. И что-то про матрас мы разговаривали. И все. И забыл вообще снять. Я вот сейчас с Чернышевска, когда выехали, вот только вспомнил. Едем в Чернышевск. Все, нам 300 километров осталось до Читы. Сейчас через 100 километров в Шилку заедем, заправимся. И поедем дальше. Пустыри Забайкальского края. Просто ни леса, ничего, просто пустырь. Дорога и только пустыри. Это Чернышевский район. В Шилке уже есть лес, а это вот Чернышевский район вот такой. Подъезжаем к Шилке. На Роснефть сейчас будем заезжать. Да. Ты сказал Клюрки? К Шилке, говорю. Да? Да. Будем сейчас заправляться. Здесь? Да, на Роснефти. Это Роснефть? Да. На улице у нас минус 9. Дорожного покрытия минус 3 градуса. Чё ты встал? Ты чё, придурок, езжай? Кого стоишь-то? Так. Ну, это очередь, они на... У нас другая очередь. О, шлагбаум поставили. Зачем? А чтоб туда не заезжали, где это. А где он, бензовоз, когда приезжает сливаться, чтоб туда не заезжали. Ты вставал? Ну да, заезжали по туда. И бензовозу не давали потом заехать. Вот, нам сюда вот заедем вот пятитонником под правый бак. Будем стоять ждать.
Все, мы заправились. Уезжаем. Вот на одиночке Браво заехал, под крышу заправился, дальше поехал. А не вот так вот стоять в очереди. Едем дальше до Читы. Где-то к Чите 80 километров до Читы осталось. Снег пошел какой-то. Снежок идет. Ветер, снег. Заметают дорожку. Вот так вот такие вот дела. Едем по тихой грусти. Ну как по тихой? Нормально едем. Чуть до Читы осталось. Время у нас 8:40. Вот так вот. Сейчас где-то гравийная дорога начнется. Там ее сняли в том году, асфальт. Делать собирались, что-то не знаю. Сделали, в этом году, наверное, буду делать. Вот. Вот так вот. Едем. Читинский район. Вот все начинается. Гравичка. Ну как гравичка сейчас-то. Она со снегом там. Так что сейчас нормально ехать можно спокойно. Летом бы тут вся в выбоинах она была. Это гравик. А так чем? Потихоньку ехать можно, конечно. Объезд какой-то. Что тут хотят делать, непонятно. особо интересного нет. Дорога как дорога. Гравик. Особо ничего интересного нет.
легкому движению. Время у нас 9:30. Сейчас на форпост приедем, там спать ляжем. Завтра с утра уже поедем. Стекло опять грязное, я его так вчера и не помыл. Чего здесь так-то интересного тоже нету. Все самое интересное будет дальше. Завтра, как там Новопавловка, это тещин язык. Володя, который с канала Real Track. О, видали? Через двойную сплошную. А, не через двойную сплошную. Разделительная полоса есть. Развернулся. Вот, что говорил? Володя с Real Track канала. Он сказал, на Новопавловке, говорит, все буксуют. Они вот с маэстро, когда с Димой ехали, там буксовали все. Ну, он говорит, да, они спокойно проехали, нормально. Говорит, все посыпано, что буксует, непонятно. А буксуют, скорее всего, с моей стороны. Не со стороны Новопавловки. А с этой стороны, это со стороны Читы. Посмотрим, что как там будет дальше. Завтра. А ладно, еще на форпост приеду на стоянку, еще включусь. Значит, а вот через Романовку есть дорога. Сам я вот там через Романовку едешь. Равнинский район. Республика Бурятия. Через Романовку есть дорога. На 100 километров короче. Но там нет асфальта, там все гравийка. Асфальт начинается после Сосновоозерская, вот деревня, откуда я родом. Оттуда начинается асфальт. Ну, как тоже, как сказать, асфальт. Местами, частями. Вот. Есть еще дальше, за Читой, тоже дорога на Макзон. Через Макзон там можно уйти на, опять же, на мою деревню Сосновоозерская. Тоже по туда ездил, когда надо было в деревню. Вот. На машине 14 регион, потому что раньше в Якутии жили. Родом отсюда, с Бурятии, получается. Не с Читы, а с Бурятии. Вот, а потом переехали в Якутию, в Якутии жили 18 лет. И вот, прописка, так как прописка якутская, ну, была уже, поэтому 14 регион стоит. Поэтому я что,
в Улан-Удэ еду домой, что в Якутию, везде родные края. Чита светится. Столько раз через Читу проезжал. Ну вот по федералке. Где самой 3 раза был. Непонятный город, как там это все устроено. Как там дома все расположены. Это, конечно, загадка для меня. Так вот, такие вот дела. Едем. Сегодня у нас 25-е. Так как говорил, погрузка у нас 27-го. Ну, как обычно, в Читу приезжаю, все, тут ветер. Сейчас, кстати, тепло на улице, минус 10. Нормально. Так, как обычно, ветер. Ветер, 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 ветер. Поэтому едем до форпоста. Мы заехали на форпост. Так, что, где охранник-то? Который берет деньги. Вот он сидит. Люда, Люда, а где дай 200 рублей? Здравствуйте. Добрый вечер. Все, заплатили за стоянку, едем вставать. Без меня стоянка. Пришлось меня разбудить. Так заплатил-то я с тебя... С тебя наличку не допросишься. Пришлось переводить. Что я спала? Ты сейчас ночью ты что делать будешь? Сейчас спать. Спала она. Спать будешь? За 200 рублей меня разбудил. Вот падла вообще. Ну и чё? Скайнинг, она. Она давно, да, уже стоит так? Что я стоянку узнать не могу. Так ты не знаешь ее, да и все. Павильончик. Сядь нормально. Я не вижу зеркало.